Это обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложение о реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Также правительство рассмотрит вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в графики по решению проблем пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых, начала работать в апреле во время первой волны пандемии COVID-19 по предложению президента. Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 6 миллионов рублей. Программа должна была действовать до ноября прошлого года, позже ее продлили до 1 июля текущего. В конце января Путин заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% поддержала строительную отрасль и позволила около 350 тысячам семей купить жилье на первичном рынке. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами. Тем не менее, существует ряд вопросов, которые перед принятием самого закона нужно уточнить. Так отмечается, что нужно разобраться с отсутствием понятия «цифровая валюта» в Гражданском кодексе. Пока не существует четкого определения, невозможно создавать законы, направленные на контроль процессов с криптовалютой. Законопроект учитывает тот факт, что цифровая валюта не подлежит амортизации, а операции, связанные с ее использованием, не облагаются налогами. Планируется, что ко второму чтению комитет уточнит, относятся ли к таким операциям организация выпуска и обращения в стране цифровой валюты. Пенсионный фонд России должен до конца 2021 года создать сервис, который автоматически назначает россиянам пенсии без подачи заявления. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, Пенсионный фонд России должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для российских граждан. Министр добавил, что россиянам, которые не достигли пенсионного возраста, нужно дать возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах, на которые они могут рассчитывать. Правительство России подготовило новый пакет поддержки бизнеса, основной целью которого станет сохранение и рост занятости. В первую очередь власти собрались перезапустить программу кредитования малого и среднего и крупного бизнеса, в рамках которого предполагались займы на выплату зарплаты сотрудникам почти по нулевой ставке. Так, помочь малому и среднему бизнесу должны льготные кредиты, которые банкам компенсируют за счет субсидий из бюджета. Условием для их получения станет рост численности персонала на 10% минимум. Также компаниям из наиболее пострадавших отраслей могут списать задолженность по налогам и страховым взносам. Вероятно, это коснется туристической и гостиничной индустрии, общественного питания и организации культурных мероприятий. Для снижения налогов на имущество физических и юридических лиц предложено зафиксировать кадастровую стоимость офисов, торговых объектов и точек общественного питания. Отмечается, что список мер не окончательный. Его могут как расширить, так и сократить. В 2020 году Россия вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса, отмечают эксперты. Согласно прогнозам, этот рынок будет увеличиваться на 20% ежегодно и к 2025 году составит 102 миллиарда долларов. В 2020 году на фрилансе были заняты примерно 14 миллионов россиян, что почти в 5 раз больше, чем всего 7 лет назад. Средний заработок вольнонаемного работника составил около 30 тысяч рублей в месяц, однако почти каждый пятый зарабатывал от 30 до 60 тысяч, а каждый седьмой до 100 тысяч рублей в месяц. Преимущественно на удаленных проектах работает молодежь от 18 до 34 лет. Россиян старшего возраста такая занятость привлекает меньше. Чаще всего услуги фрилансеров востребованы в таких сферах деятельности, как дизайн, программирование, переводы, финансы и управление, а также продажи, клиентская поддержка, проектирование. К этому часу у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.